Итак, вы принесли мне фильм. Да, сэр, принес. Он называется «Время». И о чем же он? Он о пляже, где время идет слишком быстро. Ясно, откуда название, пока неплохо. Вначале мы видим семью. Мужа зовут Гай, его жену Приска, 12-летнюю дочь Медекс, а 6-летнего сына Трент. Допустим. В первых сценах родители будут часто говорить Тренту что-то вроде «Не терпится услышать твой взрослый голос» и «Ладно, давайте ценить моменты, то, что у нас есть сейчас». О, да? Это почти похоже на реплики живых людей. Почти. Они вместе едут на курорт и там отправляются на закрытый пляж, где встречают кучу отдыхающих. Ох, будет нелегко представить всех их зрителю. Нет, это будет расплюнуть, как два пальца об асфальт. Да ладно! Да, Трент любит подходить к людям и спрашивать, кто вы и кем работаете. О, очень сценарно удобный мальчик. Да-да-да. Но по ходу фильма мы ведь узнаем больше об их жизни и характерах. Нет, почти о всех героях мы знаем только профессию, этого достаточно. А, роскошно! Итак, они приходят на пляж, и там есть один парень, мидсайз седан. Что, он типа в машине? Нет, он популярный рэпер, его так зовут. Персонажа так зовут? Мидсайз седан? Так уж я написал. Он уже какое-то время там тусит, у него идет кровь из носа, а девушка, с которой он пришел, уже мертва. О нет, стать мертвым — это весьма фатально. Весьма. Скоро персонажи узнают, что на этом пляже они все быстро стареют, что за полчаса проходит год. Ладно. А если попытаться выйти через ту же пещеру, ты тут же отключишься. Но все это влияет только на живые клетки, не на мертвые. Постойте, а как персонажи все это выяснили? А они всю дорогу будут стоять кружком и предполагать, что же происходит, и все их теории будут правдивыми. Все время, все время. О, это удобно для зрителей. Да, удобно. И что там дальше творится? Всякие стрёмности, сэр. Старушка умирает довольно быстро, и ее собака. О, нет! И один парень, врач, говорит, этот пес мертв, но он же только что был жив. О, да, это все больше похоже на слова живых людей. Спасибо. Затем тело девушки седана разлагается прям очень быстро. Не к добру. И, конечно, Трент и Медекс быстро взрослеют. Всего за пару часов, как и другая 6-летняя девочка Кара. Очень стрёмно. И у Трента вырастает борода, верно? Нет, ведь волосы состоят из мертвых клеток, и это место на них не влияет. Они не растут. То есть взрослым актерам придется постоянно закрашивать вечернюю щетину тональником? Да нет, и так сойдет. Но придется хотя бы сбрить волосы под мышками, да? Да нет, и так сойдет. Стоп, если это место не влияет на мертвые клетки, почему то тело так быстро разложилось? Если честно, сэр, фишку про мертвые клетки я придумал, чтобы не париться с париками. Это была бы мощная запара. Да, но вы видите, что это условие влияет на другие детали. Да, но я же не обязан применять правила, которые я написал в остальных сценах, которые тоже написал я. Наверное, нет. Но не суть. Еще все скоро поймут, что детям нужно очень много есть, ведь они так быстро растут. Они съедят достаточно, чтобы утроить массу тела за пару часов? Так уж я написал. Ладно, но даже если представить, что все съеденное тут же преобразуется в кости, ткани и мышцы, им все равно нужно съесть по 40 килограммов еды, да? Идет. Значит, каждый съел по 40 килограммов еды за кадром. Не парьтесь на этот счет. Не буду. Но не суть. Раз у двух шестилеток теперь взрослые тела, они вступают в связь, и 6-летняя девочка беременеет. 6-летняя девочка? Да, она беременеет. Но время идет так быстро, что роды начинаются минут через 20. Она рожает, но младенец мгновенно умирает от недостатка ухода. 6-летний мальчик делает ребенка 6-летней девочки, через 20 минут она рожает, и младенец умирает. Да, так и будет в фильме. Мы потратим на это деньги, наймем актеров и операторов, снимем это все и оставим это в фильме. А люди потом, надеюсь, за это заплатят. А я ведь мог врачом стать. Что? Я мог бы стать врачом. Я хорошо учился, подавал надежды. Ну ладно. Я мог бы каждый день спасать жизни, а не обсуждать фильм, в котором двое детей родили ребенка, и тот умер. Это все по мотивам графического романа. Это содрано с чего-то еще. Класс, значит, на это можно заработать. Да-да-да. Я-то думал, это оригинальная история, но это адаптация чего-то существующего. Я смогу держаться за это, как за спасательный круг. Как и всегда, сэр. Но не суть, продолжим. А сцены с младенцем повлияют на сюжет? Нет, не повлияют, нет, ни разу. А, ясно. Мы это снимаем просто, чтобы было. Идет. Дальше почти весь фильм посвящен инцидентам, связанным с временем. Увлекательно. У Приски есть опухоль, и она так быстро
быстро растет, что приходится делать операцию прямо на пляже. Оу, жуть! Но время идет так быстро, что разрез вечно затягивается, и всем приходится тянуть его за края, чтобы вырезать опухоль. Как отвратительно! Затем у врача обостряется шизофрения, и он закалывает Седана насмерть. И его раны не затягиваются мгновенно? Видимо, нет. Затем они предполагают, что все отключаются по пути назад, потому что уходят слишком быстро, как при подъеме с глубины. Но по пути на пляж такого эффекта нет? Да, вообще никакого. И один парень предлагает выходить очень медленно, чтобы организм смог привыкнуть. О, это неплохая идея. Да, но они так и не пытаются. А, ладно. Затем спятивший доктор пытается напасть на Гая, но Приска дает отпор и ранит его ржавым ножом. Оу. И тот умирает очень быстро. Она говорит ему: «Ржавчина, она отравляет твою кровь». Почти что естественная речь. Вы уже так близко. Да, почти. Значит, ржавчина мигом отравила кровь, но от грязных пальцев внутри разреза ей ничего не было? Да. Ясно. Итак, со временем умирают все, кроме Трента и Медекс. И что дальше? Им уже лет 50, и они решают доплыть до рифа, довольно далеко от пляжа. И детям, не освоившимся со зрелыми телами, удастся так много проплыть? Да, а затем нас ждет главный твист всего фильма. Ух ты, любопытно. Некий парень стоял в паре миль от пляжа и снимал все с утеса. Вау, снимать людей с утеса — это жир. Продолжайте. И когда герои ныряют под риф, он звонит кому-то и такой: «Все, я вижу, что они уже где-то 1,5 минуты не всплывают, так что они явно утонули, все окей». Кажется, стоило наблюдать подольше. Да, но ему хватило. Дальше мы узнаем, что на пляже проводилось исследование различных лекарств, и что это 73-я группа. В каком смысле? Они использовали пляж, чтобы узнать долгосрочные эффекты производимых лекарств. А как им давали лекарства? По прибытию на курорт им подавали напитки. В каждом было лекарство от конкретного заболевания. А если бы кто-то не стал пить свой напиток, а если бы они начали делиться друг с другом? Не знаю. И какие данные мог собрать один парень с камерой в 2 милях от пляжа? Не ясно. И почему никто не заметил, что 73 группы людей исчезли на одном и том же курорте? О, они у всех забирали паспорта и стирали все записи об их пребывании там. Никто не мог узнать, что они там вообще были. То есть ни один из сотен людей никому не рассказал, где он решил провести отпуск? Завалите! И вы сказали, среди них был знаменитый рэпер, почему его включили в секретную группу? Так, сэр, вы должны отвязаться от меня насчет того, как это все держали в тайне. Не то фильма не будет. А, хорошо, я от вас отвяжусь. Но не суть. Тренту и Медекс удается вернуться на курорт. Как они выбрались из-под рифа? Это не важно. Трент вспоминает, что среди отдыхающих был коп. Он обращается к нему и все ему рассказывает. И что тот делает? Арестовывает всех на этом острове. И его юрисдикция распространялась именно на этот остров? Да, наверное, мне плевать. На этом все, что скажете? Что ж, Да, класс, отлично. Думаю, мы славно повеселимся. Будем снимать на пляже. Полагаю, с этим не возникнет вообще никаких проблем. да, съемки должны пройти очень легко, уверен.